2024 год для Министерства энергетики и ЖКХ региона выдался продуктивным. Открывая коллегию, руководитель ведомства Ахмед Лалахоев рассказал о реализации пилотной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. С августа 2023 года в республике функционирует ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия» в сфере водоснабжения и водоотведения. Субсидия была выделена в размере 24, я не говорю сейчас о 25-м. С 1 августа 2023 за 2024 год более 720 миллионов рублей было выделено единому оператору на погашение тех или иных. Основные деньги были выделены на погашение электроэнергии. Реализация программы позволила консолидировать 96% водопроводно-канализационного хозяйства республики, разработать схемы водоснабжения и водоотведения для большинства населенных пунктов, а также актуализировать зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод. Что касается электроэнергетики, в 2024 году началась инвентаризация и техническое обследование объектов электросетевого комплекса. Указом главы республики определена системообразующая территориальная организация надежного электроснабжения. Утверждена программа повышения надежности электросетевого комплекса на 2024-2026 годы. Софинансирование нашей республики по этой программе 1%. В рамках данной программы будут проведены основные работы, первоочередные мероприятия по реконструкции ВЛ 35-110 кВт, что крайне необходимо. Также министр энергетики и ЖКХ отметил, что активно ведется работа с инвесторами по строительству солнечных и гидроэлектростанций. Это позволит создать новые источники генерации энергии в регионе. Также выявлены и закрыты 8 незаконных центров по майнингу криптовалюты, что подтверждает активную борьбу с неучтенным потреблением электроэнергии. Были составлены акты о неучтенном бездоговорном потреблении на общую сумму, где более 220 миллионов рублей. Изъято более 500 устройств для добычи криптовалют. Все материалы переданы в правоохранительные органы. В 2024 году также активно реализовывалась программа догазификации. Принято 1242 заявки, подключено 742 домовладения. Также принято нормативы, в 2024 году были приняты нормативные правовые акты, позволяющие осуществить субсидирование отдельных категорий граждан, работы внутри границ земельных участков, а также покупку газоиспользующего оборудования. На коллегии обсудили и работу по анализу деятельности организаций, эксплуатирующих заправочные станции. В Ингушетии действуют 333 заправки, 155 из которых – это многотопливные станции, 7 метановые и 171 газозаправочные. Обсудили и работу за 2024 год Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. За 2024 год начислено было 42,6 миллионов, собрано 13,5, и процент сбора составил 32%. На коллегии обсудили и что нужно сделать в 2025 году, в том числе в планах повысить платежную дисциплину населения для устойчивого развития и модернизации инфраструктуры газа, вода и электроснабжения. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.